Сейчас Александр Сергеевич все раскроет. Александр Сергеевич, можно. Значит, Александр Сергеевич Шилов, руководитель центра лаборатории, вот, и он все расскажет вам, что это такое, что это за лаборатория, какие результаты она дает. Ну, это научно-образовательный центр проблемы физиологии и физической реабилитации. В основном мы работаем со спортсменами. Также при НОЦе существует студенческая лаборатория «Спорт и здоровье», «Спорт и health». Мы разрабатываем, собственно, начиная от спортивно-оздоровительных методик, чисто таких двигательных, ну, заканчивая инновационными проектами, в частности, ну, гипоксическим перекондиционированием, проще говоря, дыхание газовой смесью с пониженным содержанием кислорода. В частности, Манни Пакьяо, например, очень использует часто данные подходы. Можем практически все исследовать в нашем организме, кроме биохимии. Мозг, сердце, нервно-мышечный аппарат, установить тонкую нервно-мышечную специализацию, ну, грубо говоря, там, не знаю, средневик, стайр, универсал и так далее. Мы практически сотрудничаем со всеми физкультурно-спортивными организациями, федерациями по видам спорта, ну и так далее. Ну и ведем несколько детских групп, в частности, спортивные классы по хоккею с шайбой, больно детцы по хоккею с мячом тоже. Вот, давайте немножко по методикам расскажем, что мы можем. Более детально. Потому что то, что вы сказали, это так вводная информация. Естественно, очень Собственно, наше оборудование позволяет фиксировать углубленную электрокардиограмму. Проще говоря, эффекты перетренированности, переутомления можем тонко дифференцировать спортсменов. Сейчас у девушки аргументы будут зашкаливать. Да, через я же увижу уже. Пошло. Застесняли девушку, да. У нас подготовлены легкоатлетки сегодня на уровне кандидата спорта, надеется, будущие мастерицы. В прошлом году у нас выполнили ребята, которые считались не очень перспективными, 2 мастера спорта России по биатлону и по лыжным гонкам. Довольно-таки сложно в республике сделать, конкуренция очень высокая. С единоборцами мы тоже работаем. Ну, в основном это и ударные виды деятельности, ну и борцовские виды. Практически все виды спорта, олимпийские, неолимпийские, нам постоянно ходят. Довольно-таки неплохие разработки у нас по нервно-мышечному аппарату. Тонкую нервно-мышечную специализацию можно устанавливать. Так что, кроме того, собственно, анализ дыхательной системы полностью, это что актуально виды спорта на выносливость. Пловцов ведем довольно-таки неплохо. У нас в республике довольно-таки сильная лопатинская школа. Мастеров порядка 20 человек ежегодно бывает. В состав национальных сборных входят, ну и даже призеры Олимпийских игр.